Обсуждению так называемого китайского проекта был посвящен визит рабочей группы РАО ЕС России на Нерюнгринскую ГРЭС в последнюю январскую субботу. Впрочем, обсуждать-то уже нечего. Проект – это дело решенное. Еще 3 года назад руководство компании договорилось с китайской государственной сетевой корпорацией об экспорте электроэнергии из России. Пришло время действовать. Для начала изучить энергетические возможности дальневосточных станций, в том числе и Нерюнгринской. Если на первом этапе ежегодные поставки электроэнергии в Китай должны составить 3,5 миллиарда киловатт-часов, то к 2012 году они увеличатся еще на 18 миллиардов, а окончательный объем поставок достигнет 60 миллиардов киловатт-часов в год. Для достижения поставленной цели будут построены линии электропередач и несколько угольных электростанций. А пока в ход пойдут уже имеющиеся на Дальнем Востоке мощности. Речь пойдет о строительстве расширения Нерюнгринской ГРЭС как минимум 1-2 блоками, что будет означать увеличение рабочих мест, развитие энергетики, потому что мы будем использовать, естественно, передовые технологии. И это будет в самое ближайшее время. В этом году уже для реализации китайского проекта мы готовы дозагрузить Нерюнгринскую ГРЭС, повысить коэффициент использования мощности, что повысит экономичность ее работы. А экономичность станции повышать нужно. И речь об этом заходит не впервые. При установленной мощности 570 мегаватт ее загрузка в прошлом году составила всего-навсего 44%. Так что если технический консультант РАО ЕС, работающий в настоящее время над технико-экономическим обоснованием расширения Нерюнгринской ГРЭС, сочтет ее потенциал достаточным, то уже в этом году предприятие заработает в полную силу.